На платформе Telegram 9 марта этого года в 11 часов 11 минут и 40 секунд у Марии Батьковны Захаровой появилось очень интересное сообщение. Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы и побыстрее. Лично у меня на YouTube был канал. Подписчиков на сегодня 27 263 человека. В пояснении канала указывал, что своими видео из моей жизни пропагандирую образ жизни с достаточно нетронутой тайгой России, когда в систему базисных моих ценностей входит охота, рыбалка и другие походы в лес. А выживание и приключения получается между делом. Не надо иметь 7 пядей во лбу, что так дело с Ютубом закончится. Как только началась специальная наша операция, заглянул на свой канал, и вместо рекламы там постановочные ролики типа «Русские фашисты». Правда, монетизацию потом в России закрыли, понимая, что YouTube, как вражеская организация крайне враждебного государства, еще месяц назад скачал оттуда весь свой контент и потихоньку стал выкладывать на Яндекс.Дзен. Минусов там еще выше головы, но будем считать это период молодого становления. Исправиться. Как я понимаю, Запад решил очередной раз Россию на мыло пустить. Надорвутся, блин. Победа будет за нами, враг будет разбит. Как всегда, наступает весна, и новое наше 9 мая близко. Рано или поздно придет. Поэтому, братья, работайте. Ну а YouTube, прощай, кровавая Европа, край господ и прямых рабов. У меня была оформлена монетизация, то есть там что-то щелкает потихоньку. Так что YouTube, у вас там много гендеров. Берите и засуньте куда-нибудь себе, куда хотите. У вас найдется куда засовывать. А зеленую плесень надо стереть, чтобы она даже в воспоминаниях не осталась. В пику уничтожителям нашей Родины еще месяц назад принял решение вложить свою капельку в развитие видеоиндустрии России. Так, сейчас закачиваю на Яндекс.Дзен видео «Легко ли найти глухариный ток» в апреле.